Отправляя ребенка на отдых, родители не должны беспокоиться о его безопасности. Именно так считает комиссия по приемке детских оздоровительных лагерей. Сегодня проверили чебоксарский лагерь «Волна». Стоит ли покупать туда путевку, расскажет Екатерина Никитко. Детский лагерь – это квесты, соревнования, выступления, а еще песни под гитару, первый медленный танец на дискотеке и языки пламени последнего костра на фоне звездного неба. Ребятам не так уж и важно, есть ли мыло в туалете или огнетушитель в корпусе. Главное – атмосфера. Ее здесь создают настоящие профессионалы. Педагоги уже придумали тематические смены в стиле детективного сериала, шоу талантов, а одну даже посвятили выдающимся землякам Чувашии. Вторая смена у нас будет посвящена чувашским традициям. Национальное достояние называется смена. Будем углубляться в традиции Чувашии, откуда родом выдающиеся земляки Чувашской республики. Совсем скоро ребята распакуют свои чемоданы и начнется то, чему в сентябре они посвятят свое сочинение «Как я провел лето». Пугает только погода. На календаре цветущий май, а по ощущениям холодный октябрь. Но в «Волне» все предусмотрели. Мы ждем своих ребят 1 июня. Лето у нас начинается. 220 ребятишек. Лагерь готов. Сегодня комиссия, слава богу, приняла наш лагерь. В каждом корпусе у нас 5 жилых корпусов. В каждом корпусе имеется индивидуальное отопление. Вожатые сами регулируют, включают, поэтому деткам будет в корпусах очень тепло. Если многие ребята не задумываются о своей безопасности, то для родителей это обязательный пункт. В прошлом месяце лагерю вынесли несколько предписаний о мелких нарушениях, но сегодня проверяющие их уже не обнаружили. Так что родители могут спать спокойно. Я всегда ставил акцент, что нужны душевые, нужны туалеты, теплые, отапливаемые, нужны сушилки. И вот пионер-лагерь «Волна» с помощью управления образования, они как раз устраняют эти недостатки. В свое время они в прошлых годах сделали душевые теплые, сушилки сделали. И в этом году они как раз и туалеты сделали современные, теплые, отапливаемые, с горячей водой. Многое со времен Советского Союза в лагере отремонтировали. Осталось лишь обновить стадион. Когда это произойдет, неизвестно. Но комиссия обещала помочь ускорить процесс. Очень большая территория как раз для развития вот этого нового. Ну, тут и ухаживать. Базы отдыха. Большие усилия я нужны. говорю, да. Все чистенько. На них нагружают очень сильно, а финансирования не хватает. Будем изыскивать совместно с Чебоксарским городским собранием депутатов. К слову, этот лагерь не единственный в списке на проверку. В Чебоксарах проверят еще «Березку» и «Бригантину», а также 38 школьных лагерей. По всей республике 40 тысяч детей проведут лето в детских учреждениях. И в этом случае ответственности намного больше. Хочу заверить родителей, что касается охраны, во всех лагерях оздоровительных наняты частные охранные предприятия, где будут круглосуточно оказывать и охранять наших детей. Детский лагерь «Волна» проверку прошел. И неудивительно. Даже на первый взгляд на территории чисто и аккуратно. Видно, что работники любят это место. А значит, это место полюбят и дети. Екатерина Никитко, Юрий Марков, Республика.